Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Это подкаст ТНВ? А куда вы шли? За грибами? Ну, я вообще искал это место, где обсудить новости. Вы тут случайно новости обсуждаете? Не-не. Можете. А, да? Да. Не слишком постановочно получилось сейчас? Всем привет! Это подкаст ТНВ, где мы обсуждаем еженедельно новости прошедшей недели в Татарстане, в России и в мире. Никита Никитин, Регина Ефарова. Я знаю, как ее зовут. Все-таки сейчас у нас юбилейный подкаст. Вот там даже нам поаплодировали. Да. Юбилейный подкаст, 9-й. У нас всегда 9-й, это юбилейный. Сегодня мы обсуждаем новости. Так, какие новости тебе понравились, были интересны за эту неделю? На этой неделе хочу начать с добрых новостей. На этой неделе в Татарстане вот с сегодняшнего дня можно ходить в кафе. То есть кафешки открыли свои террасы, можно на улице сидеть. Так и сразу. Ты пойдешь сегодня же на террасу какой-нибудь? Конечно, я жду шашлыков, за город не езжу. Конечно. Жду шашлыков в городе. Да, На природе же нельзя сделать. да, потому что на природе. Ну, то есть ищешь заведение, где будут делать шашлык, да? Да? Внутри. На кухне где-нибудь. Нет, их на улицу все. Еду, подача происходит вся на улице. Ну, на улице. Сказано, Да. что. То есть тебе не интересно, что шашлык будет делаться там внутри, где-то на кухне? Может, А его обычно он где делается? Ну, на улице, мангальчик, вот это все там. А ты имеешь в виду атмосферу? Да, атмосфера, там мангальчик, комары кусают. Неприятности эту мы пережили. Никит, еще. Что мне очень понравилось. А я, кстати, не пойду. Почему? Ну, я сам нормально готовлю. На балконе? Да, и шашлык, кстати, я могу сделать на свежем воздухе. На балконе. И Ты уже практиковал-то на самоизоляции, раз ты об этом говоришь. Нет. Если что, нет. В общем, давай что дальше, мне еще что? понравилось, на улице Татарстан в Казани появилось граффити с портретом Тукая. О, это вообще, да, это интересно. Классный, кстати, получился портрет, но я по-прежнему, как я уже говорила в прошлом подкасте, продолжаю ждать граффити с врачами. Не забывайте. Кстати, именно нарисовать, изобразить портрет Тукая выбрала молодежь. Сказали, что так что молодежь, пожалуйста. Но он достаточно Призываю. красивый. Давайте я, кстати, его... Он красивый и в точечном стиле Да, исполнен. я сейчас его скину в комментарии, то есть посмотрите. Да, уважаемые этот зрители, портрет. можете Очень смотреть. на весь дом он сделан, на весь фасад дома. По-моему, на какой улице это было? Татарстан 64, по-моему. На улице Татарстан, Если не да. ошибаюсь, да. Сейчас я скину в комментарии этот граффити, но вы, я думаю, все его уже видели. Да. Еще что, Никит? Отличные новости для жаркой погоды. Если вы уже наверняка тоже знаете, то, что в Татарстане разрешено купаться на 6 пляжах, но они закрыты. Ну, сейчас, мне кажется, еще и вода Вода не такая теплая. А ты что, не видел новости со всей России? Я смотрю, людей отлавливают на пляжах. То есть там в Петербурге, в Казани, в Москве. То есть люди уже... Мне такие кажется, это люди, которые с прошлого лета нырнули и типа сейчас только вышли. Нет, интересно, да. что типа да, пляжи разрешили, точнее, пляжи Ты открыли, понимаешь всю абсурдность ситуации? Зачем их было тогда открывать, да? Да, кстати. Ну, купальный сезон у нас же 1 июня уже стартует. 1 июня. Обычно, с 1 июня. Ну да. Ну сейчас, видишь, купальный сезон. Да. Получается, нет, подожди. Пляжи открыли, а купальный сезон еще нет. Или купальный сезон открыли, а пляжи... Нет, купальный сезон, да, и типа должны пляжи открыты, а купальный сезон откроется после Ну ладно, завершения. значит загорать просто можно на остановки. пляже. Можно Ну просто да. загорать. Ну, людей же, ну, ты понимаешь. Ну там Ещё и что? там и приманит тебя сразу. Там. Ты будешь на пляже лежать, а что бы не искупаться? Да, и все, тебя вот как именно. хопа повязали, все. И, да. И в За трусах, всеми в следят. трусах едешь в отделение. И в маске. Когда бы еще такое случилось, Так скажи? сказать, такое бикини актуально. Никит, история еще, которая вдохновила меня на этой неделе. В Перми 10-летний мальчик 3 суток бродил по тайге и прошел 50 километров, представляешь? И сам в итоге вышел в какой-то там поселок, вот, близлежащий. Представляешь? 3 дня без еды, без воды. Ну, по-моему, там сказано было, что он... Но он, в общем, с ребятами поехал, с друзьями на велосипеде. В итоге те уехали, а он заблудился. И он такой молодец. Меня так вдохновляют такие истории, Никит. Ну, это, да, кстати, молодец, что близлежащий поселок он нашел только через 50 километров.
Тут 3 дня, ты представляешь, без еды. Это ж как бы надо иметь мужество. А как же, ну... Он что, без смартфона был? Почему он Яндекс.Еду не Может, заказал? И что там? Никита, да, в лесу. За 3 дня. Да, ну интересно, что этот... Он на велосипеде был, говоришь, да? Да, но он оставил велосипед, потому что бессилен нужно было его тащить с собой, везти. Так надо было поехать, наверное, чтобы не тащить велосипед. Не было сил, я не знаю подробностей, но вот Видимо, прочитала. он бродил по лесу в гору, потому что если бы был склон, я бы просто сел на велосипед и поехал бы. И доехал бы до 3 дня ехал бы. Ну, не так уж 3 дня. Неделю, наверное, бы я ехал. Ну, короче, молодец, что нашел. Значит, он смог сориентироваться, Да, либо ему просто повезло. да. А сколько ему лет, кстати? 10 лет. 10 лет. Да, очень Ну, молодец. находчивый. Может быть, это просто съемки были программы. Что-то. Еще интересная история. Очень во многих СМИ, она в российских причем была, то, что ученые напечатали искусственное ухо прямо внутри мыши без Да, операции. я тоже слышал эту Видел? новость. Так классно! То есть они это сделали не для чего-то, ну то есть, а просто эксперимент, что такое возможно. Они напечатали Представляешь? ухо? Да, И- миниатюрную копию человеческого уха А. прямо внутри мыши, Вот. на 3D-печати. Внутри мыши? Да, внутри мыши. Живой мыши? Да. Ну, то есть, мы же все знаем, что эксперименты на ком ставят, да? Мышка, ушки на макушке, только не в том месте. Ушки на макушке, а все, я на макушке. Внутри, Вы да. не видите, да? Да. Вот, и еще что мне понравилось, все знают журнал модный Vogue, да, но его читают на самом деле не только женщины, как это принято думать, вот. Так, И к чему я это? Потому что июньский номер нарисовали дети. ага. Да? И я хочу, вот сейчас многие печатные издания жалуются на то, что у них сократился бюджет, там нет рекламы, нет спонсоров. Ага. Вот вам идея. То есть это бюджетно, креативно Дешевая, и дешевая, сентиментально, очень милашно, дешевая я бы рабсила. сказала. Не, на заметку напишите, пожалуйста, если вы работаете в каком-либо издательстве, не знаю, там, где книги печатают, издают журналы, как вы справляетесь вообще вот с ситуацией, коронакризисом, так сказать. Ну вот вам идея. Ну, мне очень понравилось. На мой взгляд, круто, и он, кстати, очень популярен Ну, оказался. прикольно, да, тут этот, Задумка. в каждый садик зайди, там вот этих обложек для Вока, там наберешь там на 10 лет вперед. Да, да. Так, что еще? Давай, у меня есть новость. Давай. Так, для начала я хочу поделиться текущей стройкой Казанского экстрим-парка. Он один из крупнейших будет в Европе. То есть, Ты имеешь в виду под мостом Миллениум? да, под мостом Миллениум. То есть открытие должно быть в конце июня, то есть там уже большая часть готова этого экстрим-парка. Сейчас я скину в комментарии фотографии, очень красиво он получается. Я, кстати, тоже там была, но меня на стройку не пустили, ну, по понятным причинам. На стройку не пустили, но, то есть, Но там уже катаются, я видела, то есть велосипедисты Да, осваивают да, этот да. парк, и выглядит действительно очень круто. Блин, я прям так рада за наш город. очень, очень красивый, да, то есть ждем, когда будет открытие. Я думаю, будут какие-то соревнования там ежегодно проводиться. Да. Так, и теперь, к сожалению, плохие новости я тоже прочитывала на этой неделе. Что случилось? Полиция задержала мужчину, который лежал в чаше вечного огня. Нормально? В чаше? В чаше вечного огня лежал. Это в каком городе? Не буду называть город, не нужно нам это. Да, Да. понятно. Но что я заметила, Никита, в последнее время, ты помнишь, что ранее было то, что огонь потушила какая-то, по-моему, женщина, которую потом Да, задержали, да, я помню. потом кто-то там над вечным огнем жарил зефирки. Это вообще что за, извините меня, никчемные акты вандализма? Вот это что такое? Зачем это люди делают? Зачем вы это делаете, те, кто это делает? Ну, это вообще неуважение, да, я согласен, что вечный огонь, то есть понятно, что, то есть к нему подключен газ, и газ постоянно просто поступает, чтобы огонь горел. Но, то есть, вот эта же техническая составляющая не делает факт того, что его можно взять и потушить ради эксперимента. То есть вечный огонь, он специально такая... Самое интересное, что потом эти люди, когда их задерживает полиция, объясняют совершенно глупости какие-то несут. Ну, то есть, почему они это сделали. А просто так, Например? я так понимаю. Ну вот... Они хотели погреться и случайно потушили его, понимаешь? Вот что-то такое. Ну, скорее всего, они просто были в таком состоянии,
Интересно. Интересно, да, там еще приставки обычно бывают у этих состояний Вот. разного рода. Никит, помнишь, в прошлом подкасте мы разговаривали про протесты в США? Да. Ну вот, так как раз-таки в Америке эта тема очень актуальна, что я прочитала. То есть два спортивных известных бренда, которых мы знаем, да, вот Nike, например, выделил 40 миллионов в поддержку темнокожего сообщества в США. Nike. Рекламная интеграция, которой у нас никогда не будет. Вот, у них же очень известный слоган Just Do It. Ага. И, в общем, они выпустили ролик в поддержку, вот, как бы, Don't Do It. Ага. Вот. И против распространения расизма и расовой дискриминации. Этот ролик был, в общем, они поддержали. И тут же, после этого появилась, там буквально через день, по-моему, появилась новость о том, что сотрудники другой спортивной компании, известной Adidas, обвинили бренд, свой же бренд, в расизме. То есть такая, при том, что когда Nike выпустили этот ролик, Adidas репостнули вот этот ролик и якобы делали, а в итоге сотрудники сказали, что внутри компании на самом деле происходит процветание вот этого вот. Ага. Мне показалось просто, что Adidas выпустили какую-то рекламу, то есть репостнули Nike, получается, да? Наоборот. Nike репостнул Adidas. Нет, Nike выпустили рекламы, а Adidas Adidas репостнул, такую же якобы сделал. Поддержал, толерантен. Да, мне показалось, что ты сейчас скажешь, что на них они сами на себя подали в суд, но типа от лица компании Абибас. Типа Абибас подал в суд на Adidas. Никита, лучше бы так, понимаешь, лучше бы так. И то есть для меня это такой диссонанс какой-то возник, то есть почему такие противоречия возникают? То есть сотрудники даже говорили о том, что они там на себе чувствуют, понимаешь? Возможно, мне кажется, что тут работает и такой немного черный пиар. То есть, когда... Вот, я тоже об этом подумала, возможно. Когда уже... Пишите, пожалуйста, что вы об этом думаете. Так. Вот, еще про школьников новость, что я прочитала. То, что в Калужской области аннулируют аттестаты, выданные школьникам 9-11 классов. Потому что там региональный министр образования заявил о том, что директора школ не имеют права выдавать. И, в общем, их обратно у школьников заберут. То есть ты такой уже обрадовался. Я это 9 классы? 9-11. Да. Ну так 11 же классы будут сдавать ЕГЭ. Да, но аттестаты им, как бы, получается, заранее уже выдали. Вот. Такие дела. Еще у нас подходит к концу наш подкаст. Да. У тебя есть какие-то новости? У меня хотелось бы новость про хвостатого матроса, кота Ваську, про которого сейчас знает вся Россия. В общем, несколько дней назад он плыл на Екатеринбургском сухогрузе. Проплывали мимо Камы, мимо села Соколка Мамадышского района. В общем, видели, что рыбаки выловили котика, Ваську, видели, что он доплыл, и, в общем, как бы он затерялся в этом селе. И сейчас матросы с этого судна его ищут. И, в общем, по всей России эта новость. Если вы, кто-то нас смотрит с этого села, пожалуйста. То есть его не нашли? Просят найти и вернуть. Его через несколько дней заберут, если его найдут. То есть вот матрос, он с ними 3 месяца уже проплыл. И вот решил сойти в Мамадыше, И решил в Мамадыше, так сказать, погуляю-ка. Так, значит, так, и последняя новость. Новость твоя, давай. Конор Макгрегор в 3-й раз завершил свою карьеру спортсмена, бойца. 3-й раз за 4 года. А как еще он ее завершал? Как он ее потом снова начинал, чтобы завершить? Мне кажется вообще, что Конор вообще в принципе не знает слова отпуск. То есть за 4 года он 3 раза завершил карьеру. В принципе, люди с такой же периодичностью отдыхают. То есть он выходил... понятно. Нет, он завершал карьеру, но почему-то возвращался. Он уходил в отпуск, видимо. Да. На самом деле. Решил уйти в отпуск такой, так, а как это делается? Давайте завершу карьеру тогда. И тут я вспомнила Лапенко. Что там? Почему-то это он мой... говорит, почему они мне подарили дипломат? Почему он занял... Так вот, почему он занял мое место. А его, кажется, уволили, а он думал, что он в отпуск ушел. Вот на этом закончим. Так, мой автобус подъехал, я тогда пойду. Хорошо, у меня сухогруз. Давай. Все, всем до свидания, спасибо за внимание. Так, а 10-ка как едет?